Госслужащие, домохозяйки, студенты сказать «нет» терроризму и отдать частичку себя в знак солидарности жертвам теракта в Санкт-Петербурге на республиканскую станцию переливания крови пришли люди разного социального положения, возраста, увлечений и взглядов на жизнь. 2 литра крови, 1 спасенный человек. Такая вот арифметика жизни и смерти. Кровь я сдаю в первый раз, и меня сегодня приятно обрадовали врачи, сказали, что у меня очень редкая группа крови. Соответственно, я буду участным гостем в центре переливания крови. Впрочем, желающих стать активными донорами сегодня немало. Более 200 человек. У регистратуры целая очередь. Сначала у участников акции определяют группу крови и уровень гемоглобина и приступают непосредственно к ее забору. 450 миллилитров крови собирают в герметичную упаковку, а потом проводят необходимые исследования. Эсет Ханиевой, как никому, понятна боль тех, чьи близкие и родные находятся на грани жизни и смерти. 5 лет назад женщина с трудом нашла кровь для своей дочери. С тех пор не пропускает ни одну акцию. Жалко людей, отзывается болью. Хоть где бы ни было, кто бы ни был, страдают же люди невинные. И поэтому первую же минуту я уже для себя вот сразу же сказала, если понадобится и кровь, дам. Но мне вчера позвонили, сказали, что сегодня такая акция, и вот я сразу же приехала сюда. Ингушетия против терроризма. Инициатором проведения акции под таким говорящим названием выступило Управление по делам религии администрации главы республики. Возможно, пострадавшим при взрыве в Санкт-Петербургском метро эта кровь и не понадобится. Акция «Добрый жест» в противовес тем, кто, прикрываясь религией, убивают людей. Доноры хотят показать истинную красоту ислама. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе сказал: «Мандалла Аллаху хайран фалаху мисла аджри фаали». То есть, если вы намеренно ведете кого-либо к благим делам, то за это благое дело данному человеку будет та же самая милость, за которую тот человек совершил эту милость. Достаточно большая явка на сегодняшний день. Характер, мы понимаем, что мы выражаем протест против зла в нашей стране, против террора в нашей стране. И, к сожалению, конечно, такие акции мы проводим уже не первый раз в поддержку того или иного региона. Медики уверяют, сдача крови – это не только добрый жест, но и полезная для организма процедура, поскольку кровь обновляется, а организм омолаживается. Для того, чтобы стать донором, не обязательно участвовать в акции. Желающий спасти чью-то жизнь может прийти на станцию переливания крови в любой удобный для него день. Соболезнования родным и близким погибших выразил и Юнусбек Евкуров. На официальном сайте глава Ингушетии обратился к землякам, живущим в разных регионах страны и за ее пределами. В Санкт-Петербурге совершен чудовищный теракт. Есть погибшие и раненые. В Астрахани совершено вооруженное нападение на сотрудников правопорядка. Все эти действия совершены бандитами, которые, прикрываясь религией, выполняют заказы лидеров международных террористических организаций. Прошу вас, дорогие земляки, быть разборчивыми в своих общениях и знакомствах. Не всякий, кто будет говорить «ассаламу алейкум», может быть человеком, который хочет вам мира и добра. Вы даже не заметите, как будете втянуты в преступные схемы. Поэтому избегайте ненужных знакомств и контактов. Обращаюсь к старшим. Прошу вас приглядывать за молодежью, посещать места их обучения, общежития, в которых они проживают. Сегодня нам вместе надо беречь их от связи с пособниками и членами террористических организаций. Проявляйте активную позицию, оказывайте содействие органам правопорядка и местным властям. Особенно прошу молодых ребят, не дайте втянуть себя в провокации. А накануне в Ингушетии прошел траурный митинг в память о погибших при взрыве в метро. Общественники, депутаты, школьники, студенты, юнормийцы и просто неравнодушные жители республики. Почтить память жертв теракта в Санкт-Петербургском метрополитене собрались несколько сотен человек. Траурный митинг – знак поддержки родных и близких погибших, чтобы сказать: никто, а главное, ничто не забыто. Большая трагедия не только для жителей Петербурга, но и для всей России в целом. Мы, ингушский народ, как никто понимаем эту боль, разделяем ее вместе с ними, так как в нашей республике в свое время тоже происходило немало подобных терактов. Также хочется выразить соболезнования семьям погибших, пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Наш народ скорбит вместе с вами. Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербургском метро произошел взрыв вагона. По последним данным, в результате взрыва погибло 14 человек. Еще более 50 пострадали, многие в тяжелом состоянии.
Правоохранители выявили взрывчатку и заявили, в теракте виновен смертник. Еще одна несработавшая бомба была найдена в другом вагоне на станции Площадь Восстания. На данный момент ведется следствие. Правоохранители прорабатывают все версии случившегося. Весь ингушский народ вместе с Питером говорит свое «нет» терроризму. Это зло не признают ни морали, ни права. Только толерантность и взаимоуважение между людьми лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Эти слова, будто лозунг траурной акции, звучат с трибуны. Молодая Ингушетия не раз на собственном примере испытала, что чья-то злая воля может унести десятки, а то и сотни человеческих жизней. Имена 400 сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, увековечены здесь же, на мемориале памяти и славы. К счастью, череда террористических актов для нашего региона уже в прошлом. И сегодня наш долг быть солидарными с теми, кого так или иначе коснулась эта беда. Ферида Миржоева, Рахман Суров, Магомед Дидигов. Новости 24.